Чувашия по производству картофеля на 100 гектаров занимает первое место в ПФО и 7-е в России. Перенять опыт, получить знания и познакомиться с новыми сортами аграрии собрались на традиционном дне картофельного поля. В этом году он прошел в Яльчикском и Комсомольском округах. Вот уже 21 раз на полях Чувашии встречаются ведущие картофелеводы не только республики, но и России, а также Беларуси и Казахстана. День картофельного поля познакомил их с тепличным комплексом, лабораторией по микроклональному размножению и, конечно, бесконечными зелеными полями самого картофеля. На данном мероприятии хочу увидеть технологию нового выращивания картофеля, изучить его, также познакомиться с новыми сортами картофеля, потому что на сегодняшний день рынок меняется, зарубежные сорта, некоторые становятся картофеля недоступными. Хочу обратить внимание на аналоги, на отечественные сорта. На мероприятии чувашские картофелеводы рассказали о разработке нового сорта, который сейчас находится на испытании. Название ему еще не придумали, но задумки уже есть. Разработали гибрид совместно с Институтом федерального исследовательского центра имени Лорха. Такой уход от импортных семян поддержало государство. У нас уже 3-й год подряд представляется субсидия на приобретение техники. В этом году мы механизм приобретения техники все поменяли. Ставили о том, что кто занимается растениеводством, они получают 35% затрат, кто занимается животноводством, они получают 45% затрат. Также производители картофеля и овощей мы приравняли, они также получают 45% затрат. Такие ежегодные встречи ведущих картофелеводов России и дружественных стран на чувашской земле необходимы, как для самих аграриев, так и для дальнейшего развития отрасли. А распространение лучших практик, в свою очередь, ведет к продовольственной безопасности всей страны. Анна Центовская, Степан Гурьянов, Республика.